Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом видео я обратился к просвещенным людям, потому что год назад я получил головной удар, и после этого головного удара у меня начались проблемы. Я мог видеть ауру и чакру человека в целом виде. После этого удара я начал восстанавливать себя, но уже вижу ауру и чакру в прозрачном виде, но вижу все слои ауры. И попросил просвещенных, чтобы они помогли мне восстановиться. Потому что если каждый человек ко мне заходил в кабинет, если человек мне говорил неправду, я мог это видеть, я ничего не говорил, в закон природы я не лез, я просто делал свое дело и отталкивал этих людей от себя, чтобы они не мешали мне в своей жизни, в дальнейшем жизни. Но после головного удара я потерял все это. 7 месяцев я был в стрессе. После 7 месяцев я начал восстанавливать себя и потихонечку поднялся и начал опять лечить людей. Но уже вижу ауру и чакру в прозрачном виде. И попросил просвещенных людей, чтобы они мне помогли. В этом стрессе мне очень помог мои учителя, мои наставники. Это Абдулкадир Талбаков, один из величайших ученых и один из величайших знаний истории. И он мне помог встать на ноги, не дал мне упасть в тот момент. И еще мой учитель и наставник, один из величайших ученых, народный целитель и кардиолог, и лучший целитель России 2004 года Музаур Тохири. Он мне помог. Он позвал меня в Москву, и в Москве он познакомил меня с просвещенными людьми. С круг людьми, где я мог не бояться говорить о своих снах, говорить о своих знаниях, говорить то, что я вижу, говорить о моих видениях. И я здесь себя очень чувствую спокойно, потому что никто не может на меня давить, никто не хочет даже на меня что-то плохое сказать, потому что это круг просвещенных людей. Круг понимающих. Я благодарен своему учителю, что он позвал меня и познакомил с этими людьми. Мой наставник позвал меня 10 февраля в день целителя. И здесь я нашел круг своего общения, нашел круг своих друзей, которые тоже могут видеть ауру. И каждый человек может видеть во сне Бога, пророка. Они тоже видят. Я тоже вижу. Это только сон. Но это сон не просто так дается, оно о чем-то говорит. И я очень рад знакомству с этими людьми и рад участвовать в таких конференциях. Следующая наша конференция будет в Узбекистане 11 апреля. И я рад буду заново встретиться с этими людьми, с просвещенными людьми, и общаться с ними, и работать с ними. Спасибо вам, благодарю вас за внимание.